Теперь школьники смогут поесть вкусный и горячий обед. Ведь одним гранитом науки сыт не будешь. Раньше, отмечают родители, дети учились всего несколько часов в день, так как пищеблока не было. Труднее всего приходилось тем, кто жил далеко от центра или даже в другом поселении. Как, например, Марет Парчиевой. Она из Гамурзиева привозила ребенка в Газиюрт. Декрет берешь, я целый день усходы, ханзал за обедом архал, цирка берешь, ханчил я целый день усходы. Шуко сахтмара дахка, цирка сахтахуна, беру фиец даха, дахка, кяддамулой, сала обез мухули. Что условишь, уберешь, халычуа декретер тхон. Лоз развитие, цинкаджа марка, развитие мучходу умош берешь, особо внимание миете аган. Цендочки декрет тхон, что арцабяна, хожишь берешь. Это здание 1974 года постройки. Под отделение Центра непрерывного образования его переоборудовали в 2020-м. Перед началом летних каникул руководство школы подписало соглашение с Ингушнефтью. Капремонт коллектив взял на себя, а за оборудование полностью отвечает компания. Обе стороны сработались, сейчас оценивают свои плоды. С вытяжкой мы провод вывели. Вытяжку я буду сейчас делать, там надо будет зонд заказать отдельно. Я еще в Нижних Ачелках делал. Здесь, кстати, очень хороший котел. Пищеблок теперь соответствует всем современным санитарным требованиям и стандартам. Электрическая плита на 6 комфорок. Новый набор посуды, столы двухсекционная, моечная, мясорубка, электрический чайник и холодильники. Здесь учатся особенные дети с ОВЗ, поэтому все будет полезным. А так все по стандарту. Первое, второе, салат и компот. Также отремонтировали столовую, новое освещение, вентиляция, столы и стулья. К слову, здесь 32 посадочных места. Благодаря Муслиму Борисовичу сегодня удалось решить эту проблему с питанием этих детей. Поэтому хочу сказать, что сейчас проблема кратковременного пребывания в нашем учреждении, в нашем отделении уже решена. И большая благодарность Далса Адут за то, что нам вот так вот оказали помощь и дали поддержку. Сумма по данному договору, по данному образовательному учреждению составляет 3 800 000 рублей. В настоящее время мы закупили и передали товарно-материальные ценности и на сумму 817 000 рублей. То есть мы оснастили пищеблок. В дальнейшем также будем оказывать помощь на ту сумму, которая у нас определена именно по договору о предоставлении пожертвований. В центре обучается порядка 50 школьников. Сейчас в пищеблоке осталось лишь подключить новое оборудование. Хава Газикова, Умар Газдиев. Новости 24.